В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов и постепенно полностью откажется от таких комиссий. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требования о равной стоимости переводов вне зависимости от региона. Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены. Мы приняли пакеты для крупных партнеров, это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили. Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменять это тяжело. Шаг за шагом будем это делать, сказал глава Сбербанка Герман Греф. В регионах Крайнего Севера могут появиться платные автотрассы без обеспечения альтернативного бесплатного проезда. А в настоящее время требование об обязательной альтернативе проезда по платным трассам распространяется на все регионы. Однако в правительстве России рассчитывают, что исключение из этого правила, сделанное для Крайнего Севера, позволит увеличить количество дорог в труднодоступных районах. А многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних дорог, так называемых зимников, или речного транспорта. При этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный, подчеркнули авторы инициативы. При этом создание автомобильных дорог общего пользования для большинства отдаленных труднодоступных поселений не предоставляется возможным даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации. Законопроект о платных дорогах подготовлен в соответствии с обращениями ряда глав регионов Крайнего Севера, пояснили в Минтрансе. В Якутии в 2019 году планируется ввести 10 школ и 25 детских садов в рамках реализации национального проекта образования. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев, выступая на январском совещании работников образования. Глава Якутии подчеркнул, что в последние месяцы важнейшей задачей, стоящей перед правительством Якутии, было включение республиканских программ в федеральные проекты. Республика примет участие в реализации 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Только в ближайшие годы из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в республике будет направлено порядка 35,5 миллиардов рублей. Около 9 миллиардов рублей предусмотрено в региональном бюджете, сказал Айсен Николаев. Напомню, что в мае прошлого года президент страны Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели до 2024 года. Для этого были разработаны нацпроекты по 12 направлениям социально-экономического развития, в том числе в сфере образования. Целью программы является вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. На месторождении Верхнемунское успешно завершились испытания новой технологической линии по производству эмульсионных взрывчатых веществ. Данный комплекс необходим для обеспечения буровзрывных работ, проводимых на карьерах Магнитный и Заполярный. Эта собственная новая технологическая линия позволит компании «Алроса» снизить себестоимость буровзрывных работ на Верхнемунском алмазном месторождении. Персонал, обслуживающий данный модуль, уже прошел необходимое обучение. Суточная производительность завода составляет более 27 тонн. Напомним, что подобный завод успешно эксплуатируется Удачнинским обогатительным комбинатом для буровзрывных работ на карьере Зарница. «Алроса» в 2018 году добыла более 36,6 миллионов карат алмазов. Продажи составили более 38 миллионов карат, что в денежном выражении составляет порядка 4,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава компании Сергей Иванов.
По добыче мы вышли на уровень свыше 36,6 миллионов карат. По продажам превысили 38 миллионов карат. Это чуть больше, чем наш декабрьский прогноз. Результатами довольны, сказал Сергей Иванов. Объем складских запасов компании на конец прошлого года составляет порядка 17 миллионов карат. Это на 6% ниже уровня годовой давности. Также, отвечая на вопросы о возможной дополнительной приватизации компании, глава Алроса заявил, что дополнительная приватизация Алроса не обсуждается. Нет никакой необходимости снижать долю России и Якутии в компании. Ассоциация строителей АЯМ и Алдан подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в целях улучшения взаимодействия и укрепления производственных, хозяйственных и социальных взаимоотношений. Такое тесное сотрудничество дает ощутимый положительный эффект. Благоустраивается город, асфальтируются дороги, организована бесперебойная работа 2 котельных. Также ассоциация принимает участие в строительстве жилых домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В рамках соглашения администрация города Алдан обязуется оказывать оперативное содействие, направленное на экономическое и социальное развитие ассоциации строителей. А руководство ассоциации, в свою очередь, обязуется своевременно информировать администрацию города о программах развития предприятия и о принимаемых решениях, влияющих на социальную обстановку. Работы по строительству Жатайской судоверфи в Якутии начнутся весной этого года. Об этом сказал первый вице-премьер правительства республики Алексей Колодезников на выездном совещании по вопросам технологического присоединения судоверфи к сетям ресурсоснабжающих организаций. Для обеспечения энергоснабжения объекта необходимо построить электроподстанцию и высоковольтную линию. Теплом будущий объект будет снабжать местная котельная Жатай-теплосеть, что позволит сократить расходы по стройке, отметил вице-премьер. Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи реализуется под эгидой Минпромторга России в целях обеспечения бесперебойных грузоперевозок в Ленском бассейне и арктической зоне, в том числе через Северный морской путь. Проектом предусмотрено создание до 10 речных судов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. На этом у меня все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.